Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание с главами регионов. Туркменистан и Япония обсудили установление прямого авиасообщения. Туркменские артисты выступили на праздновании 30-летия Тюрксой и другие новости. Темпы работ в аграрном секторе и регионах страны были рассмотрены на рабочем совещании, которое провел по цифровой системе президент Сердар Бердымухамедов. Заслушав отчеты, глава государства отметил важность соблюдения норм агротехники при проведении сезонных полевых работ. Президент Туркменистана также поручил хакимам вилаятов обеспечить проведение торжеств по случаю Нового года на высоком организационном уровне, изобилие продовольственных продуктов в торговых точках по доступным ценам и своевременную выплату заработной платы. Авиационное управление Туркменистана и Японии обсудили установление прямого авиасообщения между странами и подписали соответствующий документ. Встреча прошла в рамках 4-дневного визита в Японию туркменской экономической делегации во главе с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джапаровым. Туркменская культура была представлена в ходе гала-концерта, посвященного 30-летию Тюрксой, который прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Концерт собрал на одной сцене около 70 артистов из 7 стран. Зрителями мероприятия стали свыше 1500 человек. Туркменские артисты исполнили народный танец кюштепты, который имеет древние корни и прекрасно иллюстрирует преемственность традиций в современном искусстве Туркменистана. Генеральный агент авиакомпании Туркменистана в Российской Федерации ответил на часто задаваемые вопросы пассажиров по поводу стыковочных рейсов Москва-Ашхабад-Бангкок и Казань-Ашхабад-Бангкок. Как сообщается, багаж пассажира оформляется сразу до конечного пункта назначения. Для получения посадочного талона на рейс Ашхабад-Бангкок пассажиру необходимо будет подойти к стойке трансфера в аэропорту Ашхабада. Еще одно важное примечание: для перелета в Бангкок пассажиру не требуется сдавать ПЦР-тест. Институт международных отношений МИД Туркменистана организует в феврале 2024 года студенческую олимпиаду по математическому моделированию. Приуроченная ко Дню дипломатических работников, олимпиада пройдет 12 февраля. Принять в ней участие приглашаются все желающие студенты туркменских вузов, вне зависимости от направления подготовки. Продюсерская компания OGM Pictures официально объявила о продлении популярного турецкого сериала «Зимородок» на 3-й сезон. Слухи о продолжении проекта появились еще в августе, но теперь они получили официальное подтверждение. Фанаты сериала связывают решение продюсеров с возвращением к проекту сценариста Мехмета Барыша Гюнгера, который очень сильно полюбился зрителям. По слухам, маэстро уже вносит правки в грядущие серии 2-го сезона. В Москве в возрасте 29 лет скончался российский танцор и шоумен Дмитрий Красилов. Накануне артист пожаловался на плохое самочувствие и ушел с работы, а позже перестал выходить на связь. Дмитрий Красилов снялся в более чем 40 кинокартинах. Широкую популярность актер приобрел благодаря участию в 4-м сезоне шоу «Танцы». Стали известны все участники полуфинальных матчей Кубка Туркменистана по футзалу. По итогам 3 туров на групповом этапе борьбу за трофей продолжат Копетдаг Гумрукчи и Гаралтын Денисчи. Матчи этой стадии запланированы на 19 декабря. Решающая встреча состоится 20 декабря. Напомним, игры турнира проходят в спорткомплексе Туркменского государственного института физкультуры и спорта. Посетить матчи может любой желающий. Футболисты Ахала добились победы над Мервом в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Туркменистана. Встреча в Мары закончилась со счетом 1-0 в пользу команды Сердара Гельдыева. Ахал вышел вперед усилиями Шохрата Союнова, который на 37-й минуте реализовал удар с 11 метров. Этот гол стал единственным в матче. Прошлогодний чемпион высшей лиги набрал 35 очков в 22 матчах и обострил борьбу за бронзовые медали. Теперь клуб из Анау на 2 очка отстает от идущего 3-м Небичи. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.